Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Последние события, связанные с разливом нефтепродуктов в Норильске, и другие техногенные катастрофы, которые периодически возникают и происходят преимущественно на территориях исконного обитания коренных малочисленных народов Севера, требуют скорейшего законодательного регулирования на федеральном уровне, считают эксперты и депутаты. И тут примером и основой может стать закон об этнологической экспертизе, принятый и действующий на территории Якутии. Сегодня об опыте применения этого закона на территории нашей республики мы поговорим с доктором экономических наук, руководителем отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Ириной Самсоновой. Ирина Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году десятилетие принятия закона об этнологической экспертизе в Якутии. Расскажите, что в свое время стало поводом для его принятия? Да, действительно, 10 лет назад, 14 апреля 2010 года, был принят закон Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Поводом для разработки послужило интенсивное промышленное освоение территории Республики Саха-Якутия и утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации методика исчисления размера убытков, причиненных объединением коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организации всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также опыт проведения этнологических экспертиз на ИМАЛе, Институтом этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Но здесь хотелось бы остановиться на понятии этнологической экспертизы, которое закреплено в федеральном законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, где этнологическая экспертиза определяется как научное исследование влияния изменений исконной среды обитания коренных малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. Вот на этом правовое регулирование вопросов этнологической экспертизы на федеральном уровне заканчивается. Порядок и методология проведения этнологической экспертизы органами государственной власти Российской Федерации не регламентированы до сих пор. Хотя соответствующая задача ставилась еще в 2009 году в концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Республика Саха-Якутия в настоящее время является единственным субъектом Российской Федерации на законодательном уровне, регламентирующий вопросы проведения этнологической экспертизы. В том числе здесь этнологической экспертизе придан статус государственный. Ну, скажите, а какие основные положения этого закона защищают интересы коренных малочисленных народов Севера? Вот, значит, непосредственное правовое регулирование вопросов этнологической экспертизы – это в законе об этнологической экспертизе, так буду говорить сокращенно. А также, в общем-то, постановлением правительства Республики Саха-Якутия о порядке организации и проведения этнологической экспертизы в местах традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. А также в административном регламенте предоставления государственной услуги по этнологической экспертизе в местах традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности. И еще, значит, эти нормы коррелируются о проведении этнологической экспертизы в законах Республики Саха-Якутия, таких как о правовом статусе коренных малочисленных народов Севера, об ответственном недропользовании на территории Республики Саха-Якутия, о суктуле кугирского народа, о родовой родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера и других. То есть тем самым, если подводя итоги, то мы можем говорить, что у нас в республике обеспечено системное правовое регулирование вопросов этнологической экспертизы. Мне вот интересно, какова практика применения этого закона, и если говорить о цифрах, то как и в каких объемах был уже возмещен компаниями-недропользователями?
С моментом реализации регионального закона об этнологической экспертизе в настоящее время проведено 22 этнологических экспертизы, по которым приняты положительные заключения и оформлены в виде распоряжений правительства Республики Саха-Якутия. Общая стоимость оцененных убытков составила 513 миллионов рублей. Выплачено компенсации 117 миллионов. Неоплаченные пока на настоящий момент находятся в стадии оформления соглашения между промышленными компаниями и представителями объединений коренных малочисленных народов 178 миллионов рублей. Есть еще оцененные убытки, но это, то есть, не выплаченные. Это 238 миллионов. Это по замороженному объекту Канкунская ГЭС. То есть проект был, прошел экспертизу, но на данный момент он не реализуется. Также в настоящее время находится в работе еще 19 проектов на проведение этнологической экспертизы. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, можно отметить следующее. Это магистральный газопровод «Сила Сибири», который прошел экспертизу по инженерным изысканиям, по северному и южному варианту. Это строительство самого магистрального газопровода, все этапы строительства прошел, так и на период эксплуатации. Также это эксплуатация космодрома «Восточный». Значит, месторождение компании «Алроса». Других таких промышленных компаний, для примера, можно привести, это «Якутуголь», значит, другие компании «Газпрома», это «Газпром Трансгаз Томск», «Газпром Геологоразведка» и другие. Вот при этом в тех заключениях этнологической экспертизы, которая была принята, там содержится не только итоговый вывод о выплате компенсации, да, но и даются рекомендации. Рекомендации носят общий характер и частный. Приведу пример такие, как заключение соглашения между заказчиком и муниципальным образованием о социально-экономическом сотрудничестве, который предусматривает механизм содействия и устойчивому развитию адаптации коренных малочисленных народов севера к современным условиям. Такие соглашения заключены, значит, с промышленными компаниями и муниципальными образованиями районов, как Оленёкский, Анабарский, Устьянский, Верхоянский, Нерюнгринский и ряд других. Тут можно говорить о выплате компенсации непосредственно объединением коренных малочисленных народов Севера, которое предполагает заключение соглашения между промышленной компанией и родовой кочевой общиной. Ну и также рекомендации, связанные в сфере трудозанятости, в образовательной сфере, культуры и других. То есть, по сути дела, вот в тот перечень, который я назвала, это большое количество мероприятий, которые носят социальный характер. Скажите, а есть ли какая-то обратная связь от самих недропользователей и промышленных компаний? Как они относятся к закону об этнологической экспертизе? И были ли случаи отказа выполнения требований этого закона? Недропользователи, промышленные компании, они нормально относятся к закону и выполняют все те требования, которые предписаны нормативными правовыми актами как на региональном, так и на федеральном уровне. Но тут хотелось бы отметить следующее, что за нарушение законодательства Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе, значит, промышленные компании и недропользователи несут административную ответственность согласно кодексам Республики Саха-Якутия об административных нарушениях. Вот для примера, за несоблюдение юридическим или физическим лиц требования предоставления заявления о проведении этнологической экспертизы, так, предполагается административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. За нарушение требований правового режима территории традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятельности также предполагается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей юридическим лицам.
а также за осуществление хозяйственной деятельности, которая не соответствует документации, которая получила положительное заключение этнологической экспертизы. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Вот эксперты и депутаты Вот уже давно говорят, что нужен подобный закон на федеральном уровне. Скажите, началась ли его разработка и будут ли привлечены или уже привлечены якутские ученые к этому процессу? Вот в одном из докладов уполномоченным по правам человека в Российской Федерации отмечалось, что в результате интенсивного использования природных ресурсов Севера сокращается для коренных малочисленных народов территория обитания, природопользования, разрушается и загрязняется окружающая среда, приходит в упадок традиционной отрасли хозяйства. И как следствие ухудшается состояние здоровья людей, которые проживают на этой территории. Но вот в связи с этим необходимо принять соответствующие меры, которые бы предупреждали угрозы жизнедеятельности коренных малочисленных народов. И это должно быть закреплено законодательством. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, они неоднократно выходили с предложением принятия федерального закона, который регулирует вопросы этнологической экспертизы. Вот в частности, такое предложение было подготовлено в 2008 году депутатами Государственного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия и другими регионами. В настоящее время Федеральным агентством по делам национальности уже разработан проект федерального закона об этнологической экспертизе. Но оценивая этот законопроект, можно отметить, что он носит весьма поверхностный характер. Так? Многие вопросы, которые должны были детально урегулированы, в нем не нашли своего должного отражения. Структура законопроекта предполагает всего 10 статей. Так? Это недостаточно, потому что ряд понятий не раскрыты в полном объеме, которые бы необходимо, чтобы они работали. В марте 2018 года в Общественной палате Российской Федерации было проведено нулевое чтение законопроекта. В результате он подвергся многочисленной критике как со стороны органов государственной власти, так и научной общественности. Но если учитывать опыт Республики Саха-Якутия по урегулированию вопросов этнологической экспертизы, то, в общем-то, в Республике этнологическая экспертиза предполагает оценку влияния конкретного проекта не только на ситуацию в социокультурной сфере, но и на хозяйственную деятельность. То, что не нашло отражения в федеральном законопроекте. Вот этнологическая экспертиза Якутии, она положительно повлияла на общественное мнение в стране. Вот наглядный пример можно привести, это использование опыта республики при проведении общественной этнологической экспертизы, которая связана с нефтеразливом на ТЭЦ-3 в городе Норильске, в результате которого Норильск-Некер сейчас разрабатывает программу развития народов Севера Красноярского края. Наши эксперты в Республике Саха-Якутия, научное сообщество участвуют в разработке и проведении этнологической экспертизы непосредственно в Таймырском, Долгано-Ненецком районе Красноярского края, где произошла эта техногенная катастрофа. Как показывает практика, законы всегда совершенствуются и улучшаются. Как и чем будет дополняться наш республиканский закон? Вот при проведении государственной этнологической экспертизы взаимоотношения между промышленными компаниями и народами Севера, они переводятся у нас в правовое русло. Так? И это право, то есть перевод осуществляется с участием правительства Республики Саха-Якутия, общественности, научных институтов, что обеспечит нам реализацию конституционных гарантий, направленных на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Но при этом существует ряд проблем, которые носят правовой характер, и они нуждаются в определенном разрешении. Вот дальнейшее совершенствование законодательства Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе предполагает в первую очередь это вопросы приоритетного безвозмездного землепользования малочисленных народов, которые проживают на территории республики, актуализации перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера и ряд других. То есть правоприменительная практика, она показала, что есть проблемы, над которыми нам необходимо работать.
Скажите, а может ли население нашей республики, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера, принимать участие в процессе обсуждения закона? Да, может. Значит, все могут принимать участие, независимо от принадлежности. Научное это сообщество, представители органов государственной и исполнительной власти, представители коренных малочисленных народов Севера могут принимать непосредственное участие в обсуждении законопроекта, высказывать свое мнение. Это можно делать на сайте Regulation, где все проекты законопроектов, постановления, распоряжения правительства Российской Федерации публикуются, и где в свободном волеизъявлении можно высказать свое мнение. Ирина Валентиновна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Закон об этнологической экспертизе мы обсуждали сегодня с доктором экономических наук, руководителем отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Ириной Самсоновой. До встречи в эфире.